и гости столицы. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире работаем. Это программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТТИМ, Саха-радио, национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. Сегодня у микрофона в студии ведущий Юрий Сергеев. Приветствую всех, кто находится сегодня у телевизоров и радиоприемников. В нашей сегодняшней передаче IT-преступления в Якутии. Дистанционные мошенники не дремлют. Как обезопасить себя и как бороться с этим финансовым преступлением. Это в первой части нашей телерадиопрограммы. Во втором блоке передачи о проекте по проведению экспедиционной работы в центральные улусы работниками клиники и о системных ревматологических заболеваниях. Информация Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Итак, в начале нашей сегодняшней программы представлю первого гостя студии. Это старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, майор полиции Станислав Васильевич Чуркаев. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Да. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, я хочу сказать, что телефоны прямого эфира у нас уже подключены. Это 32 2066 и 32 1166. Иногородние тоже могут до нас дозвониться, но набрав 8 гудок 411 2 и номера телефонов, которые я уже назвал свыше. Итак, мы начнем нашу сегодняшнюю передачу с очень актуальной темы, конечно, вот IT-преступления, да, в Якутии, дистанционные мошенники, конечно, как я уже сказал в начале, действительно не дремлют. И рост преступлений растет с каждым годом. Ну, скажите, пожалуйста, сколько зарегистрировано преступлений в нашей республике по кражам и мошенничествам, взломам личных кабинетов, госуслуг вот за 9 месяцев текущего года? Пожалуйста, вам слово. Каков ущерб, конечно, в первую очередь? По итогам 9 месяцев 2024 года всего было зарегистрировано 3039 преступлений в сфере IT-технологий. Из них по дистанционным мошенничествам 1765 преступлений, кражи составило 531 и взломы порталов госуслуг 431 преступление. Угу. Ну, то есть, в общем, сегодня, скажем так, в кавычках, профессионализм мошенников все-таки уже как бы, да, растет тоже с каждым годом. Да, IT-сфера развивается ударными темпами. Ударными темпами, даже если уже вот эти личные кабинеты госуслуг уже даже они вот, да, прорываются. Ну, а вот давайте все-таки тоже разъяснимте нашим телезрителям и радиослушателям, вот какие схемы мошенничества преобладают на территории нашей республики на сегодняшний день. Ну, в основном к основным схемам мошенничества относятся это такие, как перевод денег на безопасный счет, сомнительные инвестиции, на которые могут попасться граждане республики, да, скачивая определенные программные обеспечения, которые при установке показывают, что человек, да, имеет определенный доход, но фактически он теряет деньги. Также есть такая сейчас уже более проблемная схема, это как взлом госуслуг. Она уже расширяется. Да. Каждый ежедневно потерпевшие люди обращаются в органы внутренних дел за помощью. И такая схема, как прохождение по вирусным фишинговым интернет-ссылкам, либо установка вирусного мобильного приложения на компьютерные системы, либо мобильные приложения такие. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Я думаю, что все-таки ответ вот сегодня в прямом эфире вы получите очень подробный от представителя МВД. Поэтому, пожалуйста, 32 2066 и 32 1166. Ну, конечно, существует очень много методов обмана, манипуляций, да, вот, применяемые мошенниками. Их нужно, наверное, перечистить, и они все-таки обновляются, мне кажется, с каждым временем. Да, методы постоянно расширяются, меняется да. Тактика обмана, методика.
Основные это все-таки являются схемы дистанционных мошенничеств, когда мошенники просят перевести деньги на безопасный счет. Это подпадает под статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество. То есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана. Допустим, вот гражданину поступает звонок от сотрудников ФСБ. Да? Изначально поступает звонок от его якобы работодателя, либо это будет сообщение в мессенджере WhatsApp, что пишет работодатель, будет указан номер телефона работодателя, да, и на аватаре будет стоять его какая-нибудь фотография. И работодатель указывает своему работнику то, что с ним свяжут сотрудники правоохранительных органов, в частности, это ФСБ бывает, так как у них произошла утечка каких-то сведений, либо имеется двойная бухгалтерия черная, и нужно с ним переговорить, и он все пояснит. После этого уже гражданину звонит в основном по мессенджерам WhatsApp, Telegram сотрудник, который представляет сотрудником ФСБ. Также он просит установить им на свое приложение к гражданину Skype, чтобы с ним связаться по видеосвязи. Тем самым мошенники, да, удостоверяют, что перед ним действительно находится сотрудник специальных служб. Мошенник будет находиться в кабинете, где будет антураж, фотографии глав государства нашего, да, какие-то там флаги наши российские, флаг может быть, и он будет в форме сидеть. Но также мошенник, чтобы его не узнали, делает с помощью специальных программ замену своего лица. Были случаи, когда люди, когда попадались к мошенникам, уже они успевали сделать скриншот этого человека, звонившего, и там по лицу видно, что он сменил лицо и вставил лицо голливудского актера, известного. Такие вот бывают. Да. Уважаемые телезрители, радиослушатели, напомню, у нас сегодня в студии оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия майор полиции Станислав Васильевич Чуркаев. Конечно, вот когда поступают такие звонки от работодателя, да, вроде бы, и от органов внутренних дел, скажем, тоже, да, звонки такие, от Федеральной службы безопасности, все-таки, конечно, человек настораживается. И вот начинается какая-то паника внутренняя, куда обращаться, кому позвонить. Вот что в этом случае вы можете посоветовать? Если продолжить дальше эту тему, да, пожалуйста. После сотрудников ФСБ с человеком связывается сотрудник Росфинмониторинга. Он поясняет то, что есть безопасный счет, на который можно перевести его сбережения, либо взять кредиты, чтобы обнулить свой кредитный потенциал, для того, чтобы мошенники не смогли взять кредиты на него, как его убеждают мошенники, человека, да, то, что на вас будут взяты кредиты мошенниками, их нужно спасти ваши деньги, обнулить свой кредитный потенциал, и для этого сделайте определенные действия, возьмите кредиты в банках и переведите их на безопасный счет. Как известно, безопасного счета нет. После перевода денег на безопасный счет с данным человеком больше уже никто не связывается. Он теряет деньги. Хорошо. А кто становится чаще всего жертвой этих мошенников? Исходя по определенной аналитике, да, по статистике, это трудоспособное население в возрасте от 30 до 49 лет. Они более подвержены на уловки мошенников. А также граждане старше 60 лет. Пенсионеры. Пенсионеры, да. Которые более так уже могут попасть под влияние. В основном-то, конечно, да, вот эта категория населения, наверное, больше подвергается, да, нападкам со стороны мошенников. С одной стороны, конечно, мы говорили о схемах, уловках, и все-таки аферисты, я не знаю, неуловимые ли они на самом деле, как вы считаете? Неуловимых не бывает все равно данных нехороших людей, да, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники госбезопасности ловят. Факты есть все-таки, да? Имеются. И это дело расследуется все-таки. Да. И, может быть, и не один месяц, наверное, да, скорее всего, уходит на это. В основном-то регионы какие у нас, если может трудно назвать, конечно, откуда, с каких регионов. География преступления. География-то ведь расширяется все-таки, да? В основном звонки поступают с номерных МКСей Российской Федерации. Российской Федерации. Да. Но бывают такие случаи, что может быть подменный номер, допустим. Это как подменный?
когда мошенники скрывают свой номер истины Так. и берут номер оператора связи. Оператор связи, если производит пропуск этого номера, то дает шанс мошенникам уже дозвониться до человека и обмануть его. В этом случае наступает ответственность уже оператора связи административная. Да, конечно, вот здесь все-таки вот это, наверное, вот многие считают, такие тоже мнения существуют, что мошенники это в какой-то степени, конечно, психологи, да, скажем так, ну, не низкого такого класса, они умеют управлять людьми, да, в каких-то вот ситуациях, все-таки вот как бы вы их охарактеризовали, вот кто нас на сегодня вот на самом деле вот эти мошенники, скажем так, уже 21 века, дистанционные в том числе? Мошенники это в основном по большей своей части, скорее всего, группа людей, определенная группа людей, у которых есть организованная преступная группа, даже сказать, можно, да? Ну, ОПГ. Скорее всего, возможно. У которого есть свои функции, у каждого человека, да? Один человек это обзванивает людей, второй человек уже звонит под предлогом службы безопасности госуслуг, допустим, уже по мессенджеру WhatsApp. Третий человек уже, куда переводят деньги, он уже обналичивает эти деньги и передает их уже. Вот в этом плане, да? Ну, вот, конечно, вот я бы сказал так. Например, вот в преддверии, конечно, каких-то вот праздников, да, обычно вот они активизируются, наверное. Или все-таки сейчас вот стало это ежедневным таким событием? Может быть, уже как это как показывает статистика, это уже практически ежедневное событие. Ежедневное событие, да? Ну, раньше, например, вот в преддверии больших праздников, скажем, в преддверии 8 марта, да, Международного женского дня, например, вот тоже активировались мошенники, скажем, там, вот или, скажем, в преддверии Нового года, когда вот активизируются, к примеру, на сайтах, скажем, объявлений. Ну, их, конечно, можно назвать некоторые, наверное, да, например, вот дрон, да, Циан, Доска, Авито, вот интернет-магазины, кстати, вот, наверное, тоже вот являются. Да, это бывает, что люди попадают либо на фишинговый сайт, который подменный сайт настоящего того же Юлы, Авито, где приобретают некий товар. Но бывает, что покупают, и мошенники выставляют свои объявления и на официальных сайтах, продавцов, да, которые по объявлениям. И там уже люди попадают также на мошенников. Допустим, был случай, да, в одном из районов человек решил купить себе снегоход. Ему пообещали, что снегоход будет стоить порядка не более 200 тысяч, и в подарок ему еще дадут сани. Он очень обрадовался и перевел задаток в 50 тысяч. После этого с ним уже никто не связывался. А тогда он понял, что попал в ловки мошенников, и уже тогда обратился в органы внутренних дел. Ну вот, конечно, вот в нашем городе Якутске вот баннеры, реклама, да, все-таки вот, ну, они ведь тоже размещаются, вот, например, с вашей же информацией, да, Министерства внутренних дел и других организаций, в том числе о том, чтобы вот как-то вот сберечь свои вот денежные накопления, да, вот обезопасить себя, они вот в основном в общественных местах, да, вот размещаются. В нашем управлении проводится профилактическая работа большая, да, мы работаем с организациями, проводим беседы, лекции, там читаем. Также по городу размещены баннеры, граждане их тоже видят, на Вилюйском тракте есть баннер стоит, да, в районе Ростора, где указано, что осторожно мошенники. А также в местах размещения банкоматов буклеты висят наши. По организациям висят буклеты, по местам социального значения, больницам, школам, магазинам, большим торговым центрам, ростовые фигуры сотрудников везде стоят. Но практически уже везде сотрудники внутренних дел, МВД в частности, да, оно освещает данную проблему, что граждане будьте бдительны, мошенники не спят. Ну, мне кажется, чтобы все-таки хотелось бы, чтобы эта реклама, вот эти баннеры, они почаще все-таки, да, были размещены в нашем небольшом городе, столице республики, да, и, конечно, и в торговых центрах, и в общественных местах, в тех же автобусах, да, где большое скопление народа, да, поэтому и аудио, и видео, конечно, информация, наверное, да, вот Министерство внутренних дел, вот именно вашего управления, да, по борьбе вот с этими мошенниками, вот, IT-мошенниками. Ну, все-таки, вот, что бы вы сказали, вот, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям, все-таки в том, все-таки какие правила вот, нужно придерживаться, да, чтобы не попасть на уловки мошенников?
Вот чтобы, вот, например, так, первое, второе, третье, например, чтобы отвечать на звонки, не отвечать. Если брать, допустим, да, как такая схема мошенничества, как взлом госуслуг. Так. Более сейчас стало активно это мошенничество, люди постоянно обращаются, что их взломали. Человеку звонит мошенник, представляется сотрудником либо пенсионного фонда, либо оператором связи Мегафон МТС, либо сейчас уже как пошло Якутскэнерго, до нас дошла такая схема. Да, уже. Вот, да. И Водоканал тоже, по-моему, да, тоже вот вот, допустим, Якутскэнерго, они предлагают бесплатно заменить счетчики. И для того, чтобы записаться на прием, ну не на прием, а вот подтвердить свою запись, да, регистрационную, что к вам поступит СМС с кодом, продиктуйте нам, пожалуйста, данный код. И вот то же самое происходит с сотрудником МТС. Это когда звонит, что заканчивается договор. Как известно, договор на связь сотового оператора, они бессрочные, они не заканчиваются. И так же, как и тарификация, если сам клиент от него не откажется. Так же, как и пенсионный фонд. Также они звонят, и мошенники, да, когда мошенники говорят, что вам неправильно рассчитали стаж пенсионный, вам нужно провести запись через систему госуслуг, вам сейчас поступится код вашей номера записи. Продиктуйте. Тогда мы подтвердим, что ваша запись есть, и вам нужно подойти по адресу город Якутск, Орджоникидзе, вот наш пенсионный фонд, указывает прямо адрес, где он находится. Вас там будет ждать оператор и сотрудник, да, и он вам все сделает. И люди тогда уже ведутся на эти уловки и диктуют им СМС-коды. Диктуют, в частности, 2 кода приходят к ним, иногда 1. Ну да, как мошенники будут работать. После этого у человека теряется доступ к системе госуслуг. Мошенники успевают заменить кодовое слово, заменить пароль, восстановить данные его. И после этого уже рассылают заявки на микрокредитные организации, чтобы взять кредит на человека. Чтобы на это не попасться, вот когда звонит, допустим, мошенник, да, какой представляется кем-то, лучше прекратить разговор. И уже самим позвонить на горячую линию оператора связи, если есть сомнения, либо в пенсионный фонд, либо Якутскэнерго. Есть такие услуги. И в основном все смс-ки приходят с системы госуслуг. Они их поменять не могут сами. И там написано всегда восстановление доступа к системе госуслуг. Просто нужно внимательно прочитать смс-ку и понять, что вас пытаются обмануть. Схема, по идее, такая простая обмана. Но люди, ввиду своей занятости, как поясняют в объяснениях, да, куда-то торопятся, они не читают смс, а просто диктуют им код. И все, на этом у них блокируется сразу доступ. Но все-таки, как вы считаете, вот что толкает людей все-таки вот, ну, вести, вот, так скажем, диалог с мошенниками? Ну, здесь что может быть? Более как такой... Мошенники действуют как психологи, они очень грамотно говорят. Да, о чем мы говорили, конечно. Да. Грамотно, вежливо, внушают доверие. Привлекают вот к этим, наверное, да, вот. И голосом тоже, в общем-то, скажем, там это тоже... У них нет акцента какого, да, они говорят на чисто русском языке. Ну что ж, а куда можно обратиться, как контактный вот номер телефона? На сегодня у нас, получается, есть в системе 112, общероссийская, да, если гражданину пришло СМС, либо позвонили подозрительные лица, да, он всегда может позвонить в систему 112, объяснить ситуацию, что мне кто-то позвонил, пытается обмануть, они соединяются уже с нашим телефоном, который есть в управлении установлен, система 112. И у нас ежедневно дежурят сотрудники, круглосуточное дежурство, которые могут его проконсультировать. Что делать? Если было уже, человек уже продиктовал, да, попался на уловки мошенников, что делать в этой ситуации? Если произошел взлом, гражданину необходимо первым делом обратиться в МФЦ ближайший, где есть, да, где он проживает. Там уже объяснить ситуацию, чтобы ему помогли восстановить доступ, если доступ был заблокирован, и запросить систему действия в системе госуслуг. После, получив эти документы, идти в органы внутренних дел для написания заявления о факте мошенничества. То есть телефон 112? Да. Также, если было мошенничество, да, допустим, если человек подозревает, что у него могли взять какие-то кредиты, потому что мошенники запрашивают справку 2 НДФЛ, да, и тогда нужно будет уже взять в бюро кредитных историй выписку, посмотреть, какие кредиты на вас оформлены. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, наша первая часть передачи «Якут сегодня» подошла к концу. Спасибо за участие в нашей передаче.
До новых успехов! Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня» в нашей второй части передачи. Сегодня мы будем говорить, конечно, о ревматологических, системных ревматологических заболеваниях. И сегодня у нас присутствует также научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, председатель Республиканской общественной организации Ассоциация пациентов со спиноцеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия, отличник здравоохранения Республики, врач-генетик Оксана Гавриловна Сидорова. Вот, да, и хочу представить еще и второго участника. Это врач-ревматолог Центра ревматологических заболеваний клиники ЯНЦ-КМП Василина Васильевна Никифорова. Очень приятно. Очень добрый день. Да. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, если у вас в ходе передачи возникнут какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните к нам на прямой эфир. Я назову телефоны 32 0066 и 32 11 66. Ну что ж, наверное, мы начнем с Оксаны Гавриловны Сидоровой. Вам хочу задать вопрос. Конечно, вот об истории создания Республиканской общественной организации, вашей общественной структуры Ассоциации пациентов со спиноцеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики. В общем-то, хотелось бы тоже несколько слов от вас услышать. И о грантовой работе вот, вашей ассоциации. Ведь вы начали уже с грантовой работы же, да? Да, значит, наибольшая часть нашей работы была начата с грантовой работы. Но наша ассоциация была создана научными сотрудниками Якутского научного Центра комплексных медицинских проблем в 2020 году в январе. Но мысль о создании общества пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, в частности, с наиболее распространенным заболеванием, наследственным спиноцеребелярной атаксией первого типа, она возникла еще в начале 2000-х годов, когда нашими сотрудниками ЯНЦ-КМП впервые было выделено ДНК человека в Якутии. Тогда наши специалисты, врачи-лаборанты генетики, отдела молекулярной генетики получили возможность проводить ДНК-тестирование наиболее распространенных наследственных тяжелых заболеваний, нейродегенеративных, в том числе таких как миотоническая дистрофия первого типа, спиноцеребелярная атаксия и другие. И в январе 2020 года мы зарегистрировали в Минюсте нашу организацию, региональную общественную организацию, Ассоциацию пациентов со спиноцеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия. Грантовую деятельность мы начали в 2021 году. И на сегодняшний день мы подали 10 заявок в грант главы Республики Саха-Якутия и фонд президентских грантов. Из 10 поданных заявок вы выиграли 5 грантов. Вот, потому что это конкурсная работа, начисляются баллы за каждое действие. Вот. Работа грантовая – это командная работа. Обязательно команда должна быть сплоченная, нацелена на определенную одну цель. Вот. И на сегодняшний день по 5 грантам мы с экспедициями выездными посетили 11 улусов, значит, объездили 60 населенных пунктов и провели консультирование более 3200 пациентов. Ну, в общем-то, это действительно очень солидная, я сказал бы, работа, да, и очень активно вы в этом приняли участие. Конечно, грантовых проектов у вас тоже ведь предостаточно сейчас, да? Да, в данное время мы ведем один проект по фонду президентских грантов, по Путинскому гранту. И в этом году мы съездили в Тампонский улус и в Амгинский по грантовым проектам. Но есть еще у нас один проект, который прошел уже без грантов. Это мы вот съездили осенью в сентябре в Намский и Хангаласский улусы.
Мгм. Но все-таки вот и в этом году у вас тоже новый, скажем так, проект. Это вот научные экспедиции же, да? Научные экспедиции тоже в улусы нашей республики. Вот. Ну, вот чем отличались вот последние ваши командировки, ваши выезды, да, вот в Намские и Хангаласские улусы? Вот, наверное, что-то есть сказать, да, по этому поводу? Да, грантовая поддержка нам, значит, помогает при выездах, при особенности при оплате проезда, отдаленные улусы. Значит, по грантам главы мы съездили в Булунский улус, в Оленевский и в Нюрбинский. То есть там проезд достаточно значимый. По фонду президентских грантов мы посетили в 2021 году Абыйский улус. Вот. И вот особенность этого года в том, что мы впервые посетили 2 близлежащих улуса, Намский и Хангаласский, именно только по договоренности наших руководств и по работе отрабатывала НКО, наша региональная общественная организация, именно чтобы состоялась эта экспедиция, близлежащая на Слега. И огромное спасибо главным врачам центральных районных больниц Намского улуса и Хангаласского. В чем заключалась вот работа вот в этой экспедиции, в этих 2? Ну, как всегда, у нас в бригаде врачей-добровольцев. Да, хочется заметить, что наши врачи являются врачами-добровольцами. Мы с ними заключаем договора. Они выезжают и работают практически до последнего пациента на слегах именно только по договору врача-добровольца. Стараемся смотреть, конечно же, по показаниям, чтобы не упустить ни одного пациента с системными ревматологическими заболеваниями и с наследственными и приобретенными нейродегенеративными заболеваниями. Особенность была в том, что, конечно, значит, мы в эту поездку читали больше лекций, обязательно профилактических лекций, да, в период приема пациентов, потому что вечером уже после приема достаточно трудно бывает деревенское население собрать, потому что у кого-то хозяйство, там свое, да, дети. Вот. Поэтому мы приняли вот такую практику, обязательно читать лекции именно в коридоре во время приема, то есть чтобы пациенты не просто сидели, ждали своей очереди, а прослушали полезную для них профилактическую информацию. Ну, а теперь поделитесь с планами на будущее. Ну, планы на будущее. Мы написали заявку также, да, в фонд президентских грантов. Вот, ждем итогов, планируем поездку тоже в отдаленный улус. Ну и будем продолжать свою экспедиционную деятельность, помогать нашему населению для раннего выявления нейродегенеративных, наследственных и приобретенных заболеваний и системных ревматологических. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Теперь хочу задать вопросы уже врачу-ревматологу Центра ревматологических заболеваний клиники ЯНЦ КМП Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Василине Васильевне Никифоровой. Так, вот, Василина Васильевна, ну, давайте начнем. Конечно, ну, тоже событие ведь произошло у вас, да? Состоялось открытие вот нового ревмацентра в Янце КМП. Вот. Ну, какие функции он выполнять будет? Кто работает в вашем коллективе? Пожалуйста, вам слово. Центр ревматических заболеваний открыт на базе Якутского научного центра комплексных медицинских проблем в феврале этого года, в 2024 году, по инициативе главного внештатного ревматолога Республики Саха-Якутия Леонтьевой Людмилы Викторовны и директора ЯНЦ КМП Романовой Анны Николаевны. Основными функциями нашего отделения, нашего центра является оказание специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи с применением генно-инженерных биологических препаратов. Мы используем более 20 препаратов. К ним относятся вот эти генно-инженерные и таргетные синтетические биологические препараты. Организация и проведение мероприятий по профилактике ревматических заболеваний, мониторинг и анализ показателей заболеваемости, инвалидности и летальности от ревматологических болезней. Проводим школы здоровья для наших пациентов. Наш центр работает согласно современным российским
и мировым стандартам оказания медицинской помощи. Мы активно проводим телемедицинские консультации с научно-исследовательскими институтами, с нашими коллегами. Чаще с НИИ ревматологии имени Насоновой Валентины Александровны. Наш центр в своей работе может осуществлять взаимодействие с клиническими, учебными и научно-исследовательскими организациями, научными сообществами врачей. И центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций. В нашем центре функционирует круглосуточный стационар и общеклиническое отделение. В круглосуточном стационаре всего сколько человек у вас? 36 коек в круглосуточном стационаре. Работают 3 врача-ревматолога. Заведующая у нас, она же руководитель нашего центра Леонтьева Людмила Викторовна, старшая медсестра Миронова Наталья Владимировна, 7 медсестер у нас, 4 младших персонала и 1 санитарка. В общеклиническом отделении входит кабинет антицитокиновой терапии, дневной стационар и консультативный кабинет. В антицитокиновой терапии в кабинете работает Дичковская Сардана Валерьевна, она же ведет пациентов в дневном стационаре, и в кабинете консультаций Михеева Анна Сергеевна. К нам она недавно приступила работать. Итого нас много, мы очень рады. Специалистов хватает, да? Хватает, но хотели бы больше. Больше, да? А сколько вообще пациентов ревматологических наблюдается? Конечно, если есть какая-то статистика, то приведите, пожалуйста, ее. Хочу привести пример с прошлого года. В 2023 году с круглосуточного стационара выписались 935 пациентов. Если посмотреть по диагнозам, то превалирует ревматоидный артрит. Ревматоидный артрит составил 326 пациентов, анкилозирующий спондилит 235, псориатический спондилоартрит 84, диффузные болезни соединительной ткани — это у нас красная волчанка, склеродермия, васкулиты и так далее, 108 пациентов, остеоартриты около 140 и другие артриты, подагра, реактивные артриты, недифференцированные артриты, где-то 35 пациентов. В кабинете антицитокиновой терапии за 2023 год на учете состояло 412 пациентов. С каждым годом отмечаем увеличение количества пациентов. Например, если взять 2022 год, в кабинете антицитокиновой терапии состояло на учете 309, а стало 412. В круглосуточном стационаре где-то 730 было в 2022 году, и в прошлом году сколько сказала? 935. Да, 935. Отмечается рост. Но к вам пациенты поступают по направлениям, да? Да. Мы работаем по новому приказу маршрутизации. В наш стационар поступают по маршруту. Есть прикрепленные больницы, районы, откуда к нам пациенты поступают. Например, если взять город Якутск, это у нас поликлиника медцентр города Якутска, ЦВФУ, больница Водников, ЯГБ-2, большие больницы, поликлиники. Из районов промышленные районы, Вилюйская группа районов, некоторые арктические, и НАМСы. Где находится ваш ревматологический центр? Мы находимся на Кулаковского, 6. Там же, в том же здании? В том же здании. Там же, где и мы. На 2-м этаже отделение стационар. неврологии там, это тоже стационар там есть. Что пожелаете пациентам? Учитывая то, что рост идет, наблюдается увеличение общей заболеваемости ревматическими болезнями, особенно болезнями соединительной
ткани, системные болезни, да. Несмотря на то, что имеется 85 коек по всей республике, ревматологов на амбулаторном приеме идет нехватка, за счет чего идет перегрузка стационара. Я бы пожелала, чтобы увеличили количество врачей и ревматологов на амбулаторном этапе. На одного врача-ревматолога должно быть рассчитано 30 тысяч населения. А у нас в Якутске работают в поликлиниках всего 3 ревматолога с прикрепленным населением, да, и 1 ревматолог в медцентре РБ номер 1, республиканская больница номер 1, да. Пациенты находятся в среднем стационаре 10 дней, и мы за это время должны поставить диагноз и подобрать лечение. И потом у пациента начинается самый важный этап, это наблюдение амбулаторное, да, у ревматолога. Поэтому я бы пациентам пожелала, чтобы наши пациенты соблюдали все рекомендации, назначенные ревматологом. Наши препараты непростые, побочные эффекты тоже могут быть, да? Чтобы они активно наблюдались. Мы консультативный кабинет открыли для таких пациентов с высокой активностью, системными проявлениями, да? Чтобы они к нам подходили с результатами анализов для коррекции терапии. Ну что ж, у нас остается буквально где-то около 2 минут до конца эфира. Сандра, может, что-то у вас добавить можно еще? Обращаясь к пациентам. Конечно же, хотелось в ключе современных тенденций сказать, что увеличивается количество пациентов с нейродегенеративными заболеваниями и с системными ревматическими заболеваниями. Поэтому хотелось бы, конечно, напомнить нашим пациентам, что только 10% их здоровья зависит от работы моих коллег, а 90% это же образ жизни пациентов самих, и ответственность на них то есть возлагается. Поэтому не стоит об этом забывать. Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, пожалуйста, и больше позитива. Больше позитива, конечно, да. Ну, еще у нас буквально минута где-то, около минуты осталось. Что-то пожелаете еще, может быть? Мы на базе нашей больницы очень хотим развить реабилитацию. И нам бы очень хотелось иметь новое здание. Да. Все наши пациенты нуждаются в качественной реабилитации, а для этого нужна хорошая техническая, да, материальная база. Мы хотим продвинуть реабилитацию, переоперационную реабилитацию, совместно работать с врачами реабилитации медицинской, да, и ортопедами. Ну что ж, хорошо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом наша сегодняшняя передача «Якут сегодня» подошла к концу. Всего доброго. Мы встретимся с вами уже через неделю в это же время. Всего доброго. До свидания.